Суммой. Какой суммой? В каком нормативном акте
Добрый день, уважаемые коллеги. Нас слышно? Мы вот в такой пустой аудитории. У нас два модератора, да, Шемигулова Оксана Алексеевна и Гельмиянова Рима Аскаровна. Уважаемые коллеги, мы рады вас приветствовать на международной конференции, которая проходит в таком достаточно необычном для нас формате. Вот. Но, тем не менее, как показывает вчерашний день, она состоялась, еще состоится, и длится она с 14-го уже, да, со вчерашнего дня по 17 декабря. Вот. Конференция ежегодная, традиционная для нашего университета, конференция, которая объединяет очень большое количество участников из разных стран, в том числе стран ближнего зарубежья и не только ближнего, и, конечно же, наших студентов, наших преподавателей, которые объединены все достаточно большой, я бы сказала, общегуманитарной темой все-таки, поскольку все секции, да, доклады пленарной части, тематика, проблематика, которые были поставлены и вчера в пленарной части, все эти темы, они направлены на исследование человека. Но человека в современном, новом, меняющемся, можно сказать, мире. Мире цифры, который для нас во многом несет ситуацию неопределенности. Но, как сказал классик, люди все те же. И поэтому проблемы даже в мире цифры, наверное, все те же. И наша с вами секция называется «Гуманитарные аспекты развития современного общества». Нужно сказать, что мы благодарны всем участникам, которые приняли самое активное участие в подготовке, которые подали свои публикации, статьи, которые представили свои доклады и презентации на сегодняшнюю конференцию. Нужно сказать, что в сборник по нашей секции вошло более 70, да, Рима Аскаровна, более 70 работ. Это достаточно хорошее число, поэтому еще раз говорю спасибо за то, что с такой активностью откликнулись и преподаватели, и студенты, и наши коллеги из других вузов. Вот. Но организатор в силу тех установок, которые были заданы вот на этой конференции в этом году, принял решение, что очное участие, ну вот уже такое участие мы называем очное участие, да, онлайн-участие с докладом принимают в основном, да, преподаватели, да, преподавательский состав, либо самостоятельные индивидуальные исследователи. Вот. Ну и поэтому в нашей секции вы видели, исходя из программы, да, как, в общем-то, это все те люди, которые накануне были, их доклады согласованы, да, и Рима Аскаровна, и Дарья Сергеевна очень активно здесь приняли самое активное участие, да, для того, чтобы связаться со всеми вами и определить, кто же сможет выйти вот в такой эфир, да, в онлайн, для того, чтобы свои доклады представить. Вот, поэтому на сегодняшний день я думаю, что Рима Аскаровна, да,
более подробно скажет, кто у нас выступает сегодня, да. Надо сказать, что мы оставили не такое большое количество уже участников, и в основном, несмотря на такую, скажем, разноголосицу даже в секции и, может быть, в чем-то и в содержании, нужно обратить внимание, что все статьи, да, все публикации, которые были подготовлены, даже Алло, которые были... да, звонил, извините, Иные. я уже все выяснил, там у меня Ага. были. Да. Мгм. Шамиль Рашидович, да, мы вас услышали тоже. Очень рады, что вы с нами. Вот. И нужно сказать, что все вопросы, да, все заявленные темы статей, которые вот есть в нашей секции даже и в таком онлайн-формате, несмотря на их колоссальную разницу в содержании, да, то есть, можно сказать, от внешней политики, да, СССР в определенный период времени, да, до инклюзивного образования, да, до, скажем, покарания педагогов и так далее, тем не менее, нужно сказать, что все они, так или иначе, но отражают те самые гуманитарные аспекты развития современного общества. Да? То есть как общество и все сферы, и духовная, экономическая, и социальная, да, и политическая сейчас переживают колоссальные изменения, так и человек в системе общественных отношений, да, это человек в профессии, это человек в социальной группе, это человек, познающий историю как в ретроспекции, да, так и заглядывая вперед в будущее. И через объединение, наверное, разных социальных явлений, через объединение разных видов деятельности, в которых участвует человек, да, в том числе и в современную эпоху, в общем-то, мы должны сегодня, наверное, прийти к пониманию о том, что же это за, скажем, современные проблемы, да, в нашем с вами обществе, в обществе цифры, что нас ждет, да, что для нас актуально. И какие маркеры в развитии гуманитарных наук сегодня задают наши ученые. И я еще раз представлю вам сейчас, да, поскольку у нас подключились новые участники, пока я говорю и приветствую всех, я хочу представить еще раз, да, модератора секции Гельмиянову Риму Аскаровну, заместителя директора Института исторического правообразования, кандидата исторических наук, и нашего технического модератора, вам его не видно, вот он здесь за пультом, да, это Горского Даниила Андреевича. Вот мы сегодня будем с вами, достаточно надеемся на такую продуктивную, хорошую работу и, знаете, живую, я бы сказала, семейную такую дискуссию, поскольку в нашей секции сегодня есть много студентов, ребят, которые, надеюсь, что будут задавать вопросы, да, и примут самое непосредственное активное участие в нашей работе. Итак, я передаю слово Риме Аскаровне. Да, пожалуйста. Хорошо. Итак, добрый день, уважаемые коллеги, преподаватели, студенты, исследователи. Мы рады приветствовать вас сегодня на секции «Гуманитарные аспекты развития современного общества акмулинских чтений», ставших уже традиционными в нашем университете. И в рамках нашей секции мы действительно сегодня постараемся поговорить о человеке в самых разных аспектах. И в историческом аспекте, и в экономическом аспекте, и в таком социокультурном аспекте. Потому что такой разноплановый взгляд на человека, он очень важен в современном, меняющемся, поливариантном мире, где каждый человек стремится найти для себя, определить для себя те ценности, с которыми он пройдет свой жизненный путь. Итак, мы сегодня начинаем. И первое выступление у нас заявлено Дарьей Сергеевной Василиной. Это кандидат педагогических наук, доцент нашего университета. Тема ее доклада «Сущность и генезис кросс-культурной коммуникации». Пожалуйста, Дарья Сергеевна. Всем добрый день, очень рада приветствовать всех участников.
И хотелось бы сегодня поднять достаточно важную проблему современного общества – это сущность генезис кросс-культурной коммуникации. Вообще в современном обществе большое внимание уделяется активному взаимодействию стран, народов, а соответственно и их культуры. Это неудивительно, поскольку мы представить себе сегодня современного человека в каком-то отдельном, в изолированном состоянии от других людей, мы просто этого не можем. Кроме того, развитие культуры, оно не может происходить полноценно без понимания и понятия достижений своего и иных народов, то есть их опыта, их исторических событий, созданных ранее артефактов. На нашей планете практически не осталось ни народов или общностей, которые бы вели изолированный образ жизни. Ну, исключение, конечно же, есть, это малочисленные народы туземных племен. Страны активно обмениваются культурным опытом, который имеет ярко выраженный характер и свои особенности. Ну, взять тот же язык, национальные костюмы, нормы общественного поведения, мировоззрение, менталитет, отношение к обществу и к человеку в том числе. В этой связи кросс-культурные коммуникации становятся важным компонентом жизни человечества. Но вот несмотря на то, что кросс-культурные коммуникации, их значение с древнейших времен в принципе предопределено, можно вернуть слайд обратно. Спасибо. Так вот, несмотря на значимость кросс-культурного общения, его научное обоснование произошло сравнительно недавно. Основы данной науки были сформированы в Соединенных Штатах Америки в период окончания Второй мировой войны. Толчком для этого послужило общение представителей разных стран с целью решения мировых проблем, связанных с военными действиями. Произошло это, ну, скажем так, в годы окончания войны. Однако для этого было создано определенное объединение, вокруг которого находились лингвисты, антропологи и представители коммуникаций. Итогом деятельности стал факт или получение факта о том, что помимо изучения чужого языка важно понимать еще и особенности разных народов, их обычаи, традиции. Чуть позже, а именно в 1946 году, возник Институт службы за границей, который возглавил Эдвард Холл в 1946 году. Вам отправляется автобус номер 674 Сотрудно США. Я привыкли смотрелся. Так вот, задачами Института службы за границей, который возглавлял Эдвард Холл, вы видите на экране. Это подготовка граждан к эффективному взаимодействию с людьми, это адаптация иностранных студентов, разрешение различных конфликтов, преимущественно имелись в виду межрасовые и межэтнические. Долгие годы работы этого института привели к тому, что был накоплен большой теоретический и практический материал, который лег в основу книги Эдварда Холла и Джорджа Леонарда Трагера «Это культура как коммуникация» в 1946 году. В этой книге впервые был употреблен термин кросс-культурные коммуникации. Мало того, что именно в этой книге была обоснована необходимость или важность преподавания кросс-культурной коммуникации для всех студентов. Поэтому с 60-х годов XX века
Меня слышно? Теперь слышно. Ой, простите, пожалуйста, что-то почему-то вылетело. Так вот, вернемся. На чем я остановилась, когда меня стало не слышно? Коммуникации были включены в процесс преподавания в высшей школе. Спасибо. С 60-х годов 20 века предмет стал внедряться в университетах Соединенных Штатов. Чего не скажешь, собственно, о том, что происходило на других континентах. Вот теперь можно следующий слайд. Можно? Ага, спасибо. Так вот, на другом континенте, а именно в европейских странах, интерес к кросс-культурным коммуникациям возник лишь только в 70-х, 80-х годах 20 века. Причиной служит создание Европейского Союза. Приблизительно в это же время и в нашей стране также возник небольшой интерес, который, собственно, был ограничен некими рамками, поскольку кросс-культурные коммуникации рассматривались только преимущественно преподавателями иностранных языков. А вот в настоящее время понятие кросс-культурная коммуникация прочно вошло в научный оборот и имеет несколько синонимов, хотя это очень спорный вопрос. К примеру, кросс-культурные коммуникации называют по-другому межкультурной коммуникацией или межэтнической коммуникацией и даже межкультурной интеракцией. Ну, впрочем, этот термин рассматривается учеными в настоящее время с различных сторон. Ну, давайте посмотрим следующий слайд. Там представлены, собственно, те позиции, которые существуют в разных науках. Изначальное значение – это общение представителей разных культур. В области лингвостороноведения понятие трактуется адекватным взаимопониманием двух и более участников процесса коммуникации. При этом они принадлежат к разным нациям или культурам. Представители лингвокультурологии понимают под кросс-культурными коммуникациями информационный обмен между людьми, принадлежавшими к различным лингвокультурам. А вот в антропологии это межличностное взаимодействие между представителями разных групп, которые имеют своеобразные модели поведения. При этом моделями могут быть как речевые, так и языковыми. Кстати, обращу внимание, что обмен информацией может происходить как непосредственно, то есть прямо, так и опосредованно, то есть с помощью ресурсов интернет, электронной почты. Да и, в принципе, сегодня под этим опосредованным общением могут выступать даже блогеры. Как междисциплинарный предмет или термин, под кросс-культурными коммуникациями понимаются когнитивные, аффективные и бихевиористские процессы, которые заключаются в отправлении и получении сообщений участникам коммуникации. При этом эти сообщения могут быть как вербальными, так и невербальными. Ну и это соотнесение культур различных народов, при котором не проводится сравнение языкового взаимодействия. В целом, достаточно часто кросс-культурными коммуникациями называют следующее определение. Можно следующий слайд? Это культурно обусловленный процесс, компоненты которого контактируют с культурными, то есть так называемыми национальными характеристиками каждого участника коммуникации. Но в этой связи мне вот вспоминается всегда знаменитый, известный, вернее, случай, который произошел в 1959 году. Тогда в Москве проходила американская национальная выставка промышленной продукции. И на ее открытии присутствовал президент США Никсон, который в беседе с Хрущевым хвалил достижения американской промышленности. Так вот, в ответ советский лидер произнес речь, в которой, собственно, употребил фразу, поставившую в понимании весь мир в тупик. Помните эту фразу? Я вам покажу Кузькину мать, да? Поэтому считается, что в кросс-культурном взаимодействии необходимо придерживаться определенных правил.
Ну, как вы видите, первое правило – это обращение к невербальному уровню передачи информации может привести к трудностям в ее трактовке представителями иных культур. Второе. Активное слушание – это единственный путь к пониманию участников кросс-культурного взаимодействия. Обращу внимание, что речь идет не только о слушании, но и о том, что мы умеем не слушать, а слышать друг друга. Ну и третье. Прогнозирование и предотвращение вероятных ошибок кросс-культурной коммуникации выстраивается на основе особенностей поведения народов, их ценностей, жизненной философии и менталитета. Ну, хочется сказать, что они очень глубоко сидят в подсознании людей, и никакие экономические, политические ноу-хау не влияют на их изменения в течение многих веков. В принципе, современный этап развития человечества интересен. Интересен он в первую очередь тем, что является синтезом ценностей, сформированных в течение тысячелетий. Кроме того, к ним добавляются сегодня информационные технологии, средства коммуникации, которые позволяют говорить о начале всемирной глобализации. Так вот, этот процесс глобализации включает в себя экономическую, политическую, культурную, религиозную интеграцию и унификацию. Кроме того, он сближает деловую потребительскую культуру между различными странами, что демонстрирует рост кросс-культурной коммуникации. А вот каким образом будет осуществляться жизнь в такой, в кавычках, глобальной деревне, нам покажет только время, поскольку у каждого народа остаются незыблемыми свои мировоззрения, ценности и моральные принципы. На этом мне бы хотелось свое выступление завершить. Уже боюсь даже. Дарья Сергеевна, я думаю, что здесь у нас, может быть, в чате уже появились вопросы. Мне вот не видно. Так, не видно. Значит, ну хорошо. Тогда у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Дарья Сергеевна, как вы видите, вот, попытаемся немножечко помечтать, какими вы видите кросс-культурное взаимодействие в нашем меняющемся мире, ну, спустя, например, 10, 15, может быть, 20 лет? Каким оно будет? Я человек позитивный, и мне хочется, чтобы, как любимая фраза наших политиков, во всем мире, понимаете, чтобы люди понимали друг друга. А если они не понимают, скажем, языковые какие-то особенности, то они бы понимали друг друга мимикой и какими-то пантомимическими элементами. Хотя это, как мы понимаем с вами, априори невозможно. Поэтому хочется надеяться на то, что все-таки современные технологии помогут нам предотвращать все эти расстояния и все эти какие-то пути, которые и преграды, которые стоят между людьми и странами в том числе. Спасибо. Тема абсолютно актуальная для всех нас, потому что все мы взаимодействуем в этом мире. Взаимодействуем на бытовом уровне, взаимодействуем в социальных сетях, да, социальных медиа, взаимодействуем между поколениями. И вот это взаимопонимание, оно сегодня особенно важно, потому что на этом практически построен весь современный мир. Нет взаимопонимания, значит, возникает агрессия, возникает желание причинить, может быть, даже иногда и боль другому человеку. А когда есть понимание другого, что другой с другими правилами, с другими ценностями жизни, но он имеет право на существование в этом мире. То есть, когда есть такое понимание, тогда и осуществляется действительно продуктивная коммуникация. Да. Спасибо, Дарья Сергеевна, за интересное выступление. И сейчас вот хотелось бы немножечко протянуть ниточку к тем коммуникациям, которые осуществлялись в далеком прошлом, для нас уже в прошлом, когда было такое же динамичное время, потому что это было тоже время преобразований, но это время отдалено от нас уже несколькими столетиями, потому что это XVIII век, это Петровские преобразования. И я хотела бы, чтобы
Сейчас к нам подключился Алексей Иванович Картунов, кандидат исторических наук, доцент нашего университета. Тема его выступления – это «Власть и яицкое казачество в период петровских преобразований в первой четверти XVIII века». Алексей Иванович, пожалуйста, мы вас слушаем. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие наши студенты. Я рад приветствовать вас на нашей ежегодной конференции, международной конференции. Каждый год мы готовим свои исследования, готовим статьи и выступаем. Всегда очень интересно, и я надеюсь, сегодня у нас работа тоже плодотворно пройдет. Я вижу здесь очень много студентов, поэтому, наверное, мой доклад в первую очередь будет интересен именно им. Отмечу, что работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Называется этот грант «Трансформация отношений центра этнической окраины в период петровских преобразований» на примере нерусского населения Уфимской провинции первой четверти XVIII столетия. Этому проекту всего лишь год, мы подготовили отчет, и вот результаты как раз были отражены в нескольких серьезных публикациях в журналах, в изданиях, индексируемых Web of Science, Scopus, WAC, и опробированы на многих международных и всероссийских конференциях. Перейду к докладу. Тема моего доклада «Власть и яицкое казачество. Период петровских преобразований. Первая четверть XVIII столетия». Начну с того, что в середине XVI столетия на восточных и юго-восточных окраинах российского государства происходят знаковые события. В 1552 году прекращается существование Казанское ханство, в 1556 году Астраханское. В это же время башкиры принимают русское подданство, что способствует укреплению позиции России на восточном направлении и продвижению далее в Западную Сибирь. На юге-востоке также намечаются серьезные изменения. В частности, к концу века завершает свой исторический путь Ногайская Орда, а на реке Яик окончательно закрепляются казаки, получившие название яицкие. Из истории мы помним, что яицкие казаки под этим названием просуществовали до второй половины XVIII столетия, то есть по указу императрицы Екатерины II в 1775 году за то, что яицкие казаки приняли самое активное участие в Пугачевском восстании, река Яик была переименована в Урал, а яицкие казаки, соответственно, в уральских казаков, и яицкое казачье войско в уральское казачье войско. Далее, в 17 столетии для яицких казаков, 17 век, прошу прощения, для яицких казаков стал определяющим. Малочисленность казаков, враждебное окружение, суровые природно-климатические условия на первых порах препятствовали развитию казачьей общины на Яике. Несмотря на это, казакам удалось за достаточно короткий промежуток времени построить хорошо укрепленный яицкий городок. Это сейчас Уральск, находится в составе Казахстана, это северо-западная часть Республики Казахстан. Яицкий городок, который впоследствии стал центром яицкого войска, им удалось расширить свое влияние в регионе и стать достаточно грозной силой, способной противостоять внешней угрозе, а также выполнять поставленные государством военные задачи. Ключевые события в яицком войске происходят в период петровских преобразований. В это время правительство Петра I проводит политику, направленную на исключение неимущих элементов из среды казачества и превращение его в замкнутое военное сословие, полностью подчиненное интересам государства. Как известно, долгое время беглые крестьяне, крепостные крестьяне являлись главным источником пополнения казачества. Это вызывало серьезное беспокойство в правящих кругах. И в 1718 году был подписан указ, запрещающий принимать в казачью общину беглых крестьян, впоследствии значительно ограничивший автономию казаков.
Ну, из источников мы узнаем, что в том же 1718 году на Яик прибыл поручик Тимецкий и Кратков. Большую часть беглецов они вернули помещикам, а непослушных, возражающих казаков наказывали плетьми, выполняя царский указ. Процитирую: «С Яика пришлых помещиковых людей и крестьян отдавать по-прежнему помещикам с того года, как таковых отдавать велено с Дону». То есть, поясню, эта дата, этот год 1695 год. По донским казакам он вышел значительно раньше, практически больше 20 лет до этих событий. Тогда же по указу Петра I от 3 марта 1721 года яицкое войско, так же как и Донское и Гребенское, было передано в ведение уже военной коллегии. То есть здесь тут нужно понимать, что выстраивается четкая вертикаль власти, ограничивается по максимуму автономия казачьих областей, донских, в частности, тогда было известных 3 больших общины казачьих: Донское, Гребенское и Яицкое. То есть ограничения шли в управлении, и многие вопросы стали решаться именно в центре, в Петербурге. Далее, ограничение автономии казаков, разрушение старых казачьих устоев, активное вмешательство со стороны царской власти во внутренние дела казачьих общин, соответственно, вызвали возмущение на Яике. Яицкие казаки начали активно протестовать. Ну и в период с 1717 по 1721 года яицкими казаками в Петербург было отправлено несколько так называемых легких станиц. Это группа людей, казаков, которые решали там определенные задачи в центре, то есть, ну, в частности, в Петербурге, для разъяснения сложившейся ситуации. В ответ власти посылали на их следственные комиссии, арестовывали бунтовщиков, внедряя новые жесткие порядки и усиленный контроль. Ну вот, нам удалось поработать в Российском государственном военно-историческом архиве. В частности, там есть фонд очень интересный, 13-й фонд, он называется «Казачья экспедиция для канцелярии военной коллегии», где сохранилось несколько объемных дел, датированных вот именно этим периодом, касающихся розыска и наказания беглых крестьян, скрывающихся у яицких казаков. Несколько дел посвящены переписи яицких казаков 1723 года, произведенной полковником Захаровым, который был послан на Яик для усмирения очередного бунта. Захаров, исполняя приказ Петра I, после усмирения бунтовщиков произвел перепись в яицком войске, по которой способных к службе оказалось чуть больше 3000 человек. Разделил он их на сотни и десятки, а также назначил всем служащим казакам жалования. Кто не попал в эти списки, был лишен казачьих прав. Атаманы и старшины в большинстве своем стали назначаться властями после этого. Были заменены старые воинские знаки, печати, знамена и так далее. В 1725 году, уже после кончины Петра I, на реке Сакмаре, впадающей в Яик, строится Сакмарский городок. Я поясню, очень долго яицкие казаки не могли выйти за стены своей столицы яицкого городка, потому что было враждебное окружение и очень сложные, как я уже отметил выше, природно-климатические условия. Таким образом, очень сложно было где-то закрепиться в другом месте. Если мы углубимся в далекую историю, ну, в 15-16 столетие, то казаки пытались закрепиться там на нескольких местах. Но это не принесло успеха, то есть эти вот точки, эти маленькие крепости, крепостицы быстро разорялись нагайцами, каркалпаками, киргиз-кайсаками, то есть местными народами, кочевыми народами, которые считали, что все-таки эта земля их. Казаки стремились здесь закрепиться, потому что территория была достаточно для них удобная, и здесь было пропитание. Самое главное, они могли
спокойно заниматься рыболовством. Это главное занятие было у яицких казаков, и прокормить себя круглый год. Так вот, второй городок, который появился после Яицкого городка, был именно Сакмарский городок. В Российском государственном архиве древних актов сохранился наказ на сакмарских казаков депутатам уложенной комиссии 1766-1767 годов. В наказе описывалась история строительства городка. Я не буду цитировать, здесь примерно на полстраницы приводится вот этот самый наказ. Ну, коротко прокомментирую. 28 апреля 1725 года атаман Василий Арапов, прибыв в Санкт-Петербург, попросил у властей, ну, в частности, у императрицы уже тогда, Екатерины I, разрешение построить городок именно на Сакмаре. И объяснял он эту просьбу тем, что вот в этих местах было очень много так называемых мест для перелазов, тоже в кавычках, где переходили реку и Яик, и Сакмару киргиз-косаки, каракалпаки, и в другую сторону ходили башкиры, они периодически переходили границу. И вот предлагалось построить там крепость и поселить там несколько сотен казаков для того, чтобы они вот эти вот переходы пресекли. То есть организовать на коротком, на небольшом участке границы, можно так сказать, тогда граница только формировалась, линия, впоследствии называющаяся Оренбургская, организовать вот такую вот хорошую защиту. Ну, разрешение построить казакам крепость на реке Сакмара было дано указом императрицы Екатерины I весной 1725 года, который вошел в полное собрание законов Российской империи. Официальная выдача высочайшей грамоты на строительство Сакмарского городка состоялась 19 июня 1725 года. Ну, отметим, что сакмарские казаки, так же как и яицкие казаки, не раз подвергались наказанию со стороны властей за укрывательство беглых. Дошло дело до именного указа от 6 ноября 1727 года, по которому приказывалось выслать из Сакмарского городка беглых приписанных крестьян заводов Сибирской губернии, а также, ну, других, тут цитата идет, других дворцовых, помещиковых, архиерейских, монастырских крестьян и так далее. На место высланных приказано было в Сакмарский городок поселить до 300 человек уже яицких казаков. Ну и таким образом можно предположить, что Сакмарский городок на первых порах являлся своеобразным центром скопления беглых крестьян, преимущественно из Урала и Западной Сибири, и после ряда мероприятий по выявлению высылки беглецов городок стал остро нуждаться в новопоселенцах, которыми впоследствии стали яицкие казаки. Я на этом закончу свой доклад. Это исследование продолжающееся, и мы дальше уже с коллегами, с группой, с нашей будем работать и более глубже изучать этот вопрос. Тем более грант трехлетний, мы только вот 1 год как закончили. Спасибо за внимание, коллеги. Очень интересное выступление. У меня вот такой вопрос. Все-таки вот первоначально состав яицкого казачества, каким он был? Кого он включал? Ну, изначально тут несколько версий, но наиболее вероятная версия, первые яицкие казаки, это волжские казаки. Волжские казаки, это была смесь, это были новгородские ушкуйники, это были донские казаки частично, это были беглые крестьяне и так далее. Вот они формировались в атаге и, ну, так скажем, промышляли, в кавычках, на реке Волга. Впоследствии, естественно, это при Иване Грозном началось, их стали притеснять, посылать на Волгу отряды, и они вынуждены были, многие из них, уйти дальше. В частности, если мы
посмотрим на географическую карту, да, можно спуститься в устье реки Волга, по северному побережью Каспия пройти и подняться по реке Яик выше. А там уже дикий край и регулярные части, вот эти карательные отряды, они туда не заходили. И поэтому волжские казаки чувствовали себя там очень-очень хорошо. И впоследствии, когда уже казаки закрепились на Яике, пошел слух, и туда начали уже сходиться беглецы с разных регионов, ну, в частности, с Западной Сибири, с севера, да, с Южного Урала движение пошло, и наиболее такое серьезное движение это с Поволжья и туда дальше Центральная Россия. А в национальном, если мы берем национальный состав, то он разношерстный был абсолютно. Там были русские, там были представители финно-угорских народов, мордва, марийцы, удмурты, там были татары, там были башкиры, каракалпаки, потом калмыки с 17 века, ну и так далее. То есть вот, состав достаточно широкий. Я ответил на вопрос, да? Кросс-культурных коммуникаций. Да. Спасибо, Алексей Иванович. Здесь вот еще вопрос в чате у нас появился. Ага. Здравствуйте, Алексей Иванович. Не могли бы вы рассказать, каких именно прав лишали казаков, которые не вошли в списки? Это Роман Баранов интересуется, Алексей Иванович. Да, Ром, спасибо за вопрос. Прав лишали казачьих. То есть эти люди не вошли в казачье сословие. У казаков были свои права. Ну, одно из главных прав – право на автономию, на автономное управление. Это самое главное. Право на свободу, то есть это не податное было сословие, право на военную службу, и право и обязанность у них была военная служба и так далее. То есть если они выходили из общины, из казачьей, значит они должны были возвратиться в свое сословие, возвратиться на те места, откуда они пришли. Это серьезнейшая проблема. Яицкие казаки очень долго сопротивлялись, поэтому там было целый ряд бунтов, про которые не так много написано, но главное из них это Пугачевское восстание. Они же не зря приняли самое активное участие в Пугачевском восстании, потому что вот началось наступление, серьезное наступление на казачьи права. У казаков что привлекало в казачью общину, особенно яицкую, у них было общее землепользование. То есть не было такого, что они делили там на части землю и распределяли между собой. Нет. Кто успел, как говорится, так и съел. Кто успел, тот и съел. То есть ты зашел на эту территорию, на эту землю, начал ее осваивать, ты за собой закрепил. Но не факт, что ты через 10 или 20 лет эта земля останется за тобой. Она все равно находится в общей общине, в общем общинном землепользовании, и права на эту землю имеют все казаки абсолютно. Вот это и привлекало людей, которые сюда приходили с разных частей страны. Между прочим, если вот посмотрите, иностранцев там было много. Там шведы, немцы были в яицком войске. Вот эти пленники, которые забирали в плен, пересылали куда-то вглубь страны, они здесь приживались и потом оказывались вот на военной службе, в частности, в войсках казачьих различных. Ну и в яицком войске тоже вот по переписи 1723 года там значительное количество вот этих вот иностранцев было, шведов, немцев и так далее. Спасибо, Алексей Иванович, за очень интересно. Я много времени занял, наверное, да. Нет, Алексей Иванович, очень интересно, на самом деле. Действительно, вот в продолжение кросс-культурной темы даже можно сказать, что выходят те события, о которых мы сейчас говорим, в России, для России, они начались очень давно. Поэтому и менталитет другой. Да, и проблемы коммуникации, видимо, в России уже начали решаться даже вот в то время. Да, действительно, и менталитет. И даже трудно представить, мы потомки вот того самого казачьего сплава, если, да, где эти потомки, кто мы, да, вообще, если взять вот именно этническую какую-то вот составляющую, то, конечно, у нас, наверное, уже давным-давно такой опыт сформировался, именно взаимодействие, коммуникация,
передачи культурных каких-то вот ценностей, да, и адаптации, наверное, к окружающему миру. Вот, спасибо огромное, очень такой глубокий. Спасибо. Сейчас хотелось бы пригласить к выступлению Шамиля Рашитовича Зайнетдинова, если он готов, потому что его настоящим тема посвящена социокультурным факторам возникновения феномена советского патриотизма. То есть Шамиль Рашитович будет ставить эту проблему в методологическом плане. Пожалуйста, Шамиль Рашитович, вы с нами? Вроде был. Был. Шамиль Рашитович только что был, он же звонил кому-то по телефону. Да. Ну, хорошо. Значит, может быть, придется, да, как-то наверное, перезапустить. мы его пока отложим. Так, значит, Гульнур Равиловна Хусаинова. Вот она была тоже с нами на связи. Гульнур Равиловна. Да, здравствуйте, я на месте. Здравствуйте. Хусаинова Гульнур Равиловна, доктор философских наук, заведующая отделом Института истории, языка и литературы Уфимского исследовательского центра Российской академии наук. Тема ее выступления — место башкирского фольклора в духовной жизни современного человека. Пожалуйста, Гульнур Равиловна. Спасибо большое, спасибо за приглашение. Я, конечно, филолог. Тема, может, не очень интересна, но, тем не менее, я предложу сегодня вашему вниманию, потому что вот в последнее время часто приходится слышать, кому нужен фольклор, да что это такое. Вот по результатам последней экспедиции последних лет все-таки я могу утвердительно сказать, что фольклор, он бытует, не в том, конечно, классическом виде, каким был, но тем не менее, вот я сегодня хочу переубедить сомневающихся в том, что фольклор уже не нужен. Нужен он, как говорил с трибуны Второго Всероссийского конгресса фольклористов Аникин, наш главный фольклорист: пока народ живет, фольклор будет жить. Вот, как известно, фольклор – это устное народное творчество, коллективная творческая деятельность, передаваемая из уст в уста от поколения к поколению. Эпос, кубаиры, сказки, сказания, пословицы, поговорки, исторические песни – это наследие культуры наших далеких предков, некоторые образцы которого дошли до нас в устной передаче, но большая часть благодаря письменной фиксации, публикациям фольклористов, краеведов и других хранителей духовной культуры, сохранились в письменной форме, подтверждением чему являются наши многотомные своды «Башкирское народное творчество» на башкирском языке и русском языке. На первый взгляд, все произведения традиционного фольклора кажутся очень далекими от современной жизни. Люди давно уже не рассказывают друг другу сказки, почти не поют за работой песни, преданы забвению замечательные народные игры, как детские, так и молодежные. Не проводится обряд кусания уха, не исполняются сэнглял, то есть причитания на свадьбах и так далее. Как пишет крупнейший российский фольклорист Сергей Неклюдов, уходят в прошлое почти все старые устные жанры, от обрядовой лирики до сказки. А если уж кто-то сочиняет что-то для души, для себя, например, такмаки, баиты, стихи, то сразу же это записывает, так как устная передача творчества уже не практикуется. С другой стороны, если хорошо подумать, некоторые жанры фольклора существуют, только они сильно трансформированы и обрели новые содержания. Например, баиты о трагических событиях. Вот в последнее время нам
несколько раз удавалось записать баиты об афганской войне, о чеченской войне, но больше всего, конечно, баитов на личные трагедии. Например, кто-то утонул или кто-то в аварию попал, погиб раньше времени. Вот о таких среди башкир и татар принято сочинять баиты, то есть как бы баллады, что ли, если по русскому фольклору судить. Так. Еще вот удается записать в наши дни такмаки, пословицы, сочиненные на злобу дня, реже сказки с внесением бытовых деталей современной жизни. Но сказки, хоть и архаический жанр фольклора любого народа, он всегда вот в своем бытовании, в свои тексты брал вот детали современной жизни. Например, уже в сказках, записанных в 50-е, в 60-е годы, встречаются такие эпизоды, где герой спрашивает: а паспорт у тебя есть? А ты кто будешь? Вот такие детали постепенно проникают в тексты сказок, а в настоящее время их становится еще больше. Во времена, когда бытовала традиция рассказывания детям сказок, существовали определенные правила и запреты. В частности, у башкир, как и у ряда других народов, сказки разрешалось рассказывать перед сном и лучше в зимние вечера. Раньше дети, когда приходили к сказочнику слушать сказки, приносили с собой дрова, чтобы теплее затопить печь и не мерзнуть, керосин, чтобы можно было при необходимости зажечь керосиновую лампу, чтобы сказочник, обычно это были одинокая бабушка или старик, согласился рассказать вечером сказку, днем мальчики помогали ему или ей по хозяйству, таскали воду, кололи дрова и так далее. Известны случаи рассказывания сказок мальчикам, старикам, сказочникам летними ночами у костра, когда табун лошадей пригоняли на ночь в стойбище. Естественно, как отмечает Зарипов, это были богатырские сказки именно для аудитории мальчиков. Все сказанное выше, естественно, осталось в истории. Сказки издавна были популярны в народе, и этому есть объяснение. Народные сказки воспитывали не одно поколение детей, так как всегда отличались не просто интересным, но в первую очередь поучительным содержанием. Под сказки каждый вечер засыпали наши бабушки и дедушки, родители, но на нас и последующих поколениях традиция слушания сказок прервалась. А ведь мудрость веков, заложенная в народное творчество, в том числе в сказке, способствовала ребенку расти достойным человеком, отличать добро от зла, понять, что такое хорошо и что такое плохо. Времена изменились, все дети начали учиться в школе, овладевать грамотой, повсеместно открылись библиотеки, где можно было найти очень много интересных книг, в том числе и сказки. Не надо было никого просить рассказывать сказку. Захотел, взял книгу и прочитал сказку любого народа, хоть на своем родном, хоть на русском или другом языке. Это хорошо, удобно, но когда сказочник рассказывает, это совсем другой эффект. Дело ведь не только в содержании сказки, хотя оно главнее. Дело еще в преподнесении ее ребенку. Большую роль в этом играли устные стилевые основы. Они завораживали слушателя и вводили его в удивительный сказочный мир, где всегда побеждали доброта, справедливость. Главный герой был и красив, и трудолюбив, и заботлив, и отзывчив, в общем, идеален, так как обладал всеми нравственными ценностями, благодаря которым побеждал врагов и зло. Маленький ребенок, когда слушал сказку, смотрел в рот рассказчика, и по его интонации, мимике, жестикуляции, комментариям, которые давал последний, воспринимал, понимал и запоминал сказку лучше. Например, одобрение или отрицание поступков героя сказочник умел передавать интонацией, которая является обязательным признаком устной речи, играет важную роль в ней и помогает ребенку отличить доброе от недоброго в зависимости от выбранного тембра голоса. Вспомним
сказку «Волк и козлята», где волк меняет голос и изображает пение козы, чтобы попасть к ней домой. Мимика и жесты также являются неотъемлемой частью исполнения сказки. Это спонтанное выражение душевного состояния человека в определенный момент. Сказочник при рассказывании сказки то качает, то кивает головой, то морщит нос или лоб, то подмигивает, то улыбается. На его лице отражается то удивление, то недоумение, то радость, то печаль и так далее. Ребенок реагирует на них. Если наблюдать, он за сказочником, сам того не замечая, машинально может повторить его мимику и жесты. Взрослые при рассказывании сказок маленьким детям иногда вносят свои комментарии, типа «вот так нельзя было поступать», «такой он был добрый мальчик», или «вот ты будь добрым, как он», и другие. Именно заданность сказки в ее живом стилевом воплощении лучше воспринимается и запоминается ребенком. В вышесказанном хотелось показать, чем отличается чтение сказки самим ребенком и изложение ее живым сказочником. Именно через сказки взрослые старались давать детям уроки нравственности, вежливости, доброты и красоты. Например, в башкирском фольклоре часто встречаются сказки, в которых герой на своем пути останавливается у одинокой бабушки. Заходя к ней домой, он здоровается, на что бабушка отвечает: «Хорошо, что поздоровался, иначе я 2 раза откусив, проглотила бы тебя». Такое страшное наказание получил бы герой, окажи он невежливость и не поздоровайся. Популярная сказка о мачке и падчерице, где падчерица, несмотря на слова бабушки, у которой оказалась в поисках своего клубка в башкирской, веретена, ведра в русских сказках, все делает наоборот, то есть правильно, и за вежливость, доброту получает подарок. Поучительной для детской аудитории была бы и сказка «Лиса и Джигит», в которой герой не сдержал данное лисе слово и не собирался похоронить мертвую лису, а выбросил за ограду. Притворившаяся мертвой лиса, оказалось, хотела проверить парня. Когда убедилась в его непорядочности, она выгнала его женой из дома, то есть герой был наказан за безнравственный поступок, предательство друга. А теперь о некоторых сказках, записанных в наши дни и представленных на республиканский конкурс «Сказочный край», который вот именно в эти дни идет в Учелинском районе. Я вот открывала этот сайт, и уже отправили 24 сказки, и они очень интересные современные сказки. Например, сказка, записанная в деревне Монголова Учелинского района от Янбаевых Агляма Акзамовича и Ляли Имамовны, называется «Девушка в дупле». В бытовых сказках часто встречается образ солдата, возвращающегося из 25-летней армейской службы, который имеет место и в названной этой контаминированной сказке. Остановившемуся под деревом перекусить солдату обращается за помощью заколдованная девушка, находящаяся в дупле дерева, которую похитили шайтаны и посадили туда. Вот в архаической сказке это был бы не шайтан, а какой-нибудь див или дракон. Чтобы освободить девушку, солдату необходимо было выполнить трудные задания в течение 3 дней, что он и сделал. Девушка оказалась царевной, они поженились, и от них пошел род Тиляу. Это один из башкирских родов. Девушка, соединение сюжетных типов, заколдованная царевна и выполнение трудного задания и завершение этиологическим мотивом образовали своеобразную сказку. Еще она пронизана религиозным мотивом. Родители девушки были образованными людьми и боролись с нечистью, из-за чего девушка оказалась в плену. Способ ее спасения тоже связан с чтением Корана. В последнее время информанты при рассказывании сказок часто начали включать в свои тексты исламские элементы. А в советское время, вот, когда вот готовили к изданию сказки для томов башкирской народной творчества, наоборот, по советской идеологии убирались вот эти религиозные моменты. Я помню, вот в одной сказке «Юноша и Беркут», там герой, значит, в архивном тексте вытаскивает из своего мешочка Коран, садится читать Коран. Вот этот эпизод убран, и уже в книге «Башкирское народное творчество» вот такие детали пропущены.
А вот в Баймакском районе, где мы были в 2012 году, когда встречались со сказочниками, очень интересное явление наблюдалось. Они начинали свои сказки со «Бисмилла рахман рахим», как будто читают молитву. Другая сказка под названием «Алтын сәс» также привлекает внимание своей оригинальностью. Героиня с золотыми волосами любила и оберегала природу. Тут уже сказка на экологическую тему вот появилась у современных сказочников. О ее золотых волосах узнал черный воин и послал за косой девушке сначала черного ворона, который оторвал золотой волос спящей девушки, но не сумел ее доставить, так как путь ему преградил беркут. Во время схватки черный ворон уронил волос, и она превратилась в реку Яик, о котором вот предыдущий докладчик упоминал, река Яик. Вот как, оказывается, она возникла от золотого волоса Алтын сәс девушки. Второй раз за золотыми волосами поехал сам черный воин на коне с волшебным мечом, подаренным старой матерью джиннов. Когда злодей приближается к девушке, последняя обращается за помощью к матушке природе. Появившаяся гора Калкан и одноименное озеро в Ичлинском районе останавливает черного воина, а ветер уносит золотой волос и роняет на черного воина, который сразу после этого превращается в черный камень. В обоих случаях произошла трансформация архаических сказок. Современный сказочник создал, используя архетипы, древние мотивы народной сказки, произведений для человека нашего общества. В первом случае герой благодаря своей вере и с помощью священной книги Коран побеждает злые силы, а во втором случае поднимается экологическая проблема. Покушающийся на красоту природы черный воин с помощью природы матушки был наказан. Необходимо отметить, что в сказках, подобно архаическим, имеет место и этиологический мотив. Либо это о возникновении там, племени какого-то, либо о возникновении горы, реки и так далее. Таким образом, в современном обществе есть сказочники, создающие сказки для нынешнего читателя. Они очень интересные, как видно из двух выше приведенных текстов. Фольклор в переводе с английского языка означает народная мудрость, народные знания. Поэтому он должен существовать во все времена как воплощение знаний народа. Естественно, фольклор не является устойчивой формой духовной культуры. Он постепенно меняется, как уже было отмечено выше. Какие-то формы, в частности эпос, исторические песни, образцы обрядов, детского фольклора прекращают свое бытование. Другие, например, выше были названы частушки, бои-то, пословицы, реже сказки и загадки находятся в процессе революции, развития и эволюции. Еще один пример современной записи сказки. В 2012 году в Оренбургской области нами была записана сказка «Музыкант». Почему сказка так называется, информант не сумела объяснить. Это архаическая сказка на сюжет Арна Томпсона «440 муж раб», которая является ярким примером трансформации, о чем свидетельствует, например, такой эпизод. «Он был царь, как наш Путин», рассказывает сказочник. Когда жена сожгла его змеиную шубу, он отгнал ее, а сам стал проводить время в веселье, занялся бизнесом. Вот такие современные детали проникли в сказку информанта. Музыкальный фольклор также претерпел влияние современной эпохи. Частушки могут исполняться под аккомпанемент современных музыкальных инструментов на современные темы. Народная музыка может подвергнуться влиянию рок-музыки, а сама современная музыка может включать элементы фольклора. Также продолжает свое бытование и развитие такмаки, которые, как отмечает башкирский фольклорист Хакимьянова, раньше создавались и исполнялись преимущественно молодежью, а в настоящее время людьми пожилого и среднего возраста, и что они отличаются большой подвижностью, оперативностью, моментально откликаются на актуальные проблемы. В пример она приводит образцы такмаков на тему ковида, дистанционного обучения. От многих болезней защищают нас всегда Уральские горы. Не собираемся болеть никаким коронавирусом. Но в оригинале она звучит более ритмично, так гладко.
Вот күп аурудан хаклай, Урал таудары келен, ауырып та тормайбыз без коронавирус менен. Или вторая вот, дистанцион дәрес дейіп, қатырабыз башыбыз, ярым-ярты укол менен, маван кала халкыбыз. От дистанцион урока голова идет кругом, от такой учебы неучим остается народ. Это дословный перевод. Далее продолжает она. Современный башкирский такмаки бытует и распространяется не только устно, но и письменно, что, на ее взгляд, связано с обилием информации в современном обществе и невозможностью сохранения всего в памяти. В современном обществе из традиционных жанров башкирского фольклора реже, но встречаются и пословицы. Например, пословица «Когда пьет мужчина, полдома горит, когда пьет женщина, весь дом горит». Или загадка «Сухой опускают во влажное место, тянут вверх, снова опускают вниз, когда набухает и краснеет, вытаскивает, а из нее вода капает». Это загадка о чае в пакетиках, которые появились относительно недавно и широко используются современным человеком, особенно в общепите и офисе. Часто тот материал, который кажется для нас несерьезным, и есть новый фольклор. Более того, он живет везде и повсюду. Например, в студенческой среде бытует свой студенческий фольклор. В 1979 году в Астраханской области наш студенческий стройотряд работал в совхозе и собирали помидоры. Песню «День Победы» пели, изменив слова. Запомнился вот такой куплет. «Последний ящик, он тяжелый самый, а я домой в Уфу хочу, я так давно не видел маму». В настоящее время среди студентов особенно популярны поверья. Некоторые из них существовали и в наше время. Например, перед экзаменом не мыли голову, мол, знания смоются. Под подушку клали учебник, чтобы знания закреплялись в голове во время сна. В 12 ночи в форточку кричали желаемую оценку. В обувь, когда шли на экзамен, совали 5-копеечную монету, чтобы получить оценку 5 и так далее. Современный фольклор – это фольклор и интеллигенции, и студенчества, и учащейся молодежи, и сельских жителей. Он не взял почти ничего из жанра фольклора классического, а что взял, изменил до неузнаваемости. Порой формируются новые приметы и поверья, в том числе даже в образованных группах общества. Например, про кактусы, якобы поглощающие вредные излучения от компьютерных мониторов. В настоящее время, как отмечают российские исследователи, изменилась и структура распределения фольклора в обществе. Современный фольклор уже не несет функции самосознания народа в целом. Чаще всего носителями фольклорных текстов являются не жители определенных территорий, а члены одних социокультурных групп, у продавцов, у туристов, у пациентов одной больницы или учащихся одной школы есть свои приметы, легенды, анекдоты и так далее. Каждая, даже самая небольшая группа людей, едва осознав свою общность, немедленно обзаводилась собственным фольклором. Самым ярким и парадоксальным явлением современного фольклора можно назвать сетевой фольклор. Главнейшая и универсальная черта всех фольклорных явлений – существование в устной форме, в то время как все сетевые тексты по определению письменные. Фольклор – это пример существования и развития человека в обществе. Без него нельзя представить себе современную жизнь. Пусть все вокруг меняется, но без творчества человек существовать не может, а значит, развивается и фольклор, пусть и в непривычных для нас формах. Спасибо за внимание. Извините, наверное, регламент не соблюдала. Спасибо. Гульнур Равиловна, у нас в чате для вас есть вопрос. Да, я смотрю. Гульнур Равиловна, раньше важным носителем фольклора считался ССН. Он сочинял свои произведения сходу, без подготовки. Аналогичные сочинения принадлежат современным рэперам. Можно ли их считать современными представителями фольклора цифрового общества? Так, про ССНов. Но ССН прежде всего это были исполнители, сочинители эпоса древних наших кубаиров. Но, естественно, в репертуаре ССН были и сказки. Но, как сказать, вот, сказки, они немножко другой жанр. Их
это тем более прозаические, они менялись, каждый свое добавлял, что-то пропускал. Естественно, и сцены рассказывали их, но сочиняли коллективно. Так, этот вопрос письменный, нет, что-то еще пропустила? Так, есть еще, да, вопросы к вам. То есть, Гульнур Равиловна, как вы оцениваете положение башкирского фольклора среди современной молодежи? Так, ну, я хочу сказать, что это актуально, потому что вот мы несколько лет проводили республиканский это конкурс «Здравствуй, сказка», потом ну, из-за нефинансирования начали этот конкурс продолжать проводить в районах, в районном масштабе. Очень много было желающих участвовать, поскольку там регламент маленький, выбирали, конечно, больше сказки о животных. Но постарше дети как-то сокращали сказки и волшебные, и даже умудрялись богатырские сказки инсценировать, рассказывать. То есть, ну, когда время есть, мне кажется, это было бы интересно и молодежи, и детям. Вот иногда же с удовольствием смотрят сказки. По-моему, никому не надоедает сказка о мачехе и падчерице, или там Золушка, ну, тот же сюжет, или же Снежная королева. Просто у нас у башкир нету вот таких. И то есть всадник на золотом коне. Вот с удовольствием, мне кажется, это и дети, и молодежь, и взрослые посмотрели бы. Просто времени не хватает. Если бы времени хватило, мне кажется, сказка продолжала бы жить. Вопрос от Савельева Егора. Здравствуйте, Гульнур Равиловна. Вы наверняка знаете работу отечественного филолога Пропа «Морфология сказки», где автор рассказывает о структуре русских сказок. Такой вопрос. А у башкирских сказок какую структуру можно выделить? Вы знаете, вот работа Пропа «Морфология сказки», исторические корни сказки, русский героический эпос – это настольные книги каждого фольклориста. И если вот, ну, так посмотреть структуру сказки, она очень похожа с русской. И вообще волшебные сказки почти всех народов одинаковые. Зачин просто у башкир вот редко встречается присказка, в отличие от русских. А так в остальном они схожи. Даже вот когда я защищалась, мне сказали, ой, как ваши сказки похожи на русские. То есть структура, она одинакова. Спасибо большое за интересное выступление, Гульнур Равиловна. Я надеюсь, что вы будете участником и на последующих конференциях постоянно. Здоровья вам и творческих успехов. Ну а мы продолжаем. Спасибо большое. Шамиль Рашитович, я надеюсь, вы с нами теперь. Пожалуйста, только соблюдайте регламент. Тема выступления Зайнединова Шамиля Рашитовича «Социокультурные факторы возникновения феномена советского патриотизма». Пожалуйста. Регламент. Регламент. Да. Регламент только соблюдаем. Тем, что насчет регламента мне уже напомнили. Я постараюсь его не нарушать. Значит так. Нет, ну почему? Это очень даже такое уместное замечание. Это уместное замечание. Я же не один здесь выступаю. И не только меня одного пришли слушать люди. Значит так, ну, патриотизм, как любовь к родине, готовность ее защищать в минуту опасности – это чувство, свойственное всем людям, независимо от их национальной или социальной принадлежности, религиозных или иных убеждений. Тем не менее, можно говорить о различиях в формах и качестве проявления данного чувства. Ассоциация патриотизма с готовностью к самопожертвованию, как части общественного сознания, не может возникнуть само по себе. Его зарождение, укрепление и превращение в дальнейшем не просто в элемент национального менталитета, но и важнейшую составляющую культурно-цивилизационного кода народа становится возможным только в особых условиях исторического развития. Ну, я сейчас просто так немножко отвлекусь от текста, но в рамках все равно отпущенного мне времени хочу привести один такой пример, чтобы не быть голословным. Значит, ну, безусловно, что крупнейшей политической фигурой Франции XX века является генерал Шарль де Голль. Значит, событием, которое, значит, сделало человека действительно достоянием истории, это его позиция в годы Второй мировой войны, когда он после военного поражения Франции, он уехал в эмиграцию со своими сторонниками, возглавил комитет «Свободная Франция».
Именно благодаря деятельности этого комитета, потерпевшая военное поражение Франция смогла войти в состав держав-победительниц, подписать акт, участвовать в подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии и стать одним из учредителей Организации Объединенных Наций. Значит, в 1958 году Шарль де Голль становится президентом Французской Республики, он же сам основывает Пятую Республику. Одним из знаковых, так сказать, явлений, то, что характеризовало его как политического деятеля в этот момент, было, значит, явилась его независимая внешняя политика. Так вот, министром иностранных дел в правительстве Шарля де Голля был человек по имени Марис Кюв де Мервиль. Значит, этого Марис Кюв де Мервиль тоже отметился в годы Второй мировой войны, но отметился тем, что он был членом вишистского, то есть коллаборационистского правительства Франции. Так вот, понимаете, и тем не менее, это не помешало ему сделать блестящую политическую карьеру. Другая не менее знаковая фигура послевоенной Франции – это президент Франции Франсуа Миттеран, который не только участвовал в деятельности вишистского правительства, но даже возглавлял департамент, который отвечал за депортацию евреев в нацистские лагеря смерти. Понимаете, то есть здесь, значит, как? Вот здесь так, поскольку времени нет, и я понимаю, что затягивать нельзя, я бы так хотел, значит, сказать, что есть понятие патриотизм как любовь к родине, как гордость ее достижением, и патриотизм как готовность к самопожертвованию. Так вот, патриотизм как готовность к самопожертвованию свойственен не всем, не всегда. И это также является продуктом длительного исторического развития. Значит, одним из решающих факторов становления русского этноса, а в дальнейшем и всего российского суперэтноса, явившегося в свою очередь продуктом длительного и тесного взаимодействия различных народов и их культур, выступало наличие мощной государственности. Только благодаря наличию сильной государственной машины русский этнос мог сложиться и сохранить себя в качестве самостоятельного культурно-цивилизационного феномена, а в дальнейшем наличие сильной всеохватывающей государственной машины сыграло решающую роль во всестороннем, в том числе и пространственном развитии этноса, формирования континентальной евразийской цивилизации. Российское государство возникло и развивалось как континентальная держава, не имеющая естественной защиты в виде мощных горных систем, больших водных преград и так далее. В этой связи одним из решающих условий обеспечения жизнестойкости государства, его способностью к развитию явилось постоянное укрепление военной мощи, важнейшей составляющей которой, в свою очередь, было и чувство патриотизма. Таким образом, патриотизм наряду с отношением к государству как к явлению сакральному можно рассматривать в качестве важнейшего элемента не просто национального самосознания, но и в целом культурно-цивилизационного кода русского народа, а в дальнейшем и всего российского суперэтноса. Формирование и развитие российского государства и континентальной евразийской цивилизации происходили не только в сложных геополитических, но и природно-географических условиях, что также оказало определяющее влияние на особенности культурно-цивилизационного кода формирующегося суперэтноса. В частности, особое значение приобретал моральный императив, важнейшее место в котором занимала идея справедливости, понимая как идею всеобщего равенства, взаимной поддержки. В этой связи возникает вопрос, а насколько правомерно вообще выделение понятия советского патриотизма в качестве самостоятельного социокультурного и психосоциального феномена, а не просто идеологически подретушированного понятия традиционного российского патриотизма. Для ответа на этот вопрос следует проанализировать ту историческую обстановку, в которой данное явление возникло и развивалось. На рубеже 19-20 веков российское общество столкнулось с новым вызовом, резко возросшим отставанием от наиболее передовых стран Западной Европы и Северной Америки по уровню социально-экономического и культурного развития. Это означало неизбежность утраты России статуса великой державы, в первую очередь великой военной державы, что в свою очередь заключало в себе реальную угрозу дальнейшему существованию как самостоятельного геополитического и культурно-цивилизационного феномена. Функционировавшая в начале 20 века традиционная монархическая модель общественного развития оказалась неспособной к решению подобного рода задачи, что привело к ее упразднению в 17 году и установлению новой системы общественных отношений. Данная система формировалась во многом как результат доктринальных установок, пришедших к власти леворадикальной группировки большевиков. Ее главной отличительной чертой стало тотальное государствление всех сторон общественной жизни, в первую очередь экономики, концентрация всех рычагов власти в руках слоя партийно-государственной бюрократии.
Подобные изменения вызвали активное сопротивление со стороны наиболее зрелых и активных в социальном отношении социальных категорий, занятых частным предпринимательством, основной части интеллигенции, профессиональной бюрократии, наиболее зрелых групп рабочего класса, крестьянства и некоторых других, что стало одной из главных причин долгой и кровопролитной гражданской войны. Тем не менее, победу одержали большевики, опиравшиеся главным образом на маргинальные слои города и деревни. Одним из решающих обстоятельств в подобном исходе выступило то, что их утопичные по своей сути доктринальные установки, в первую очередь идеи всеобщего равенства, в огромной степени были созвучны ментальным установкам значительной части российского суперэтноса. Не менее важное значение имело и то, что доктринальная установка большевиков на форсированную индустриализацию страны, превращение ее в форпост революционных сил в мире, объективно совпала с необходимостью в кратчайшие исторические сроки достижения очередной стадии цивилизационной зрелости индустриального общества. Решение данной задачи происходило главным образом в период 1920-30-х годов. Этот промежуток времени является одним из самых сложных и противоречивых этапов во всей многовековой истории российского общества. В конкретных условиях развития страны рассматриваемого периода главенствующим фактором при осуществлении системной трансформации, перехода на более высокую ступень цивилизационного прогресса выступало действие аппарата власти и управления. В условиях открытой конфронтации с внешним миром достижение намеченной цели превращения страны в передовую индустриальную державу могло быть достигнуто только посредством максимальной мобилизации внутренних и материальных ресурсов, внутренних людских и материальных ресурсов. Это с неизбежностью оказалось сопряженным с огромными и далеко не всегда оправданными социальными и моральными издержками. Резко расширились масштабы репрессий, причем данные репрессии были направлены главным образом против элитных слоев общества, интеллигенции, прежде всего и дореволюционной, зажиточного крестьянства и других. Такие меры, с одной стороны, предотвращали любую возможность противодействия проводимым преобразованиям, с другой создавали огромный резерв практически бесплатной рабочей силы, систему ГУЛАГа. Невзирая на огромные жертвы, социальные и интеллектуальные издержки, задача превращения отсталой аграрной страны в мощную индустриальную державу в течение одного десятилетия была решена. Следовательно, были созданы главные условия дальнейшего существования и всестороннего развития не только российского государства, но и всего интегрируемого культурно-цивилизационного пространства. Исходя из изложенного, можно сделать вывод, что к концу 30-х годов основная масса населения СССР стала рассматривать действующие в стране модели общественного развития как фактор в полной мере обеспечивающий возможность дальнейшего продвижения по пути цивилизационного прогресса. Это статус великой державы при сохранении высокой степени социокультурной гомогенности общества. В наиболее отчетливой форме это проявилось в утверждении как в общественном сознании, так и в политике властей принципа социальной справедливости как всеобщего и полного равенства. Следовательно, феномен советского патриотизма можно рассматривать как реально существовавшее явление, берущее свое начало в традиционном российском патриотизме, но проявившееся в особый период и в особых условиях развития общества. Важнейшим признаком, позволяющим рассматривать советский патриотизм как самостоятельное социокультурное и психосоциальное явление, является утвердившееся в массовом сознании представление о действующей модели развития как форме общественного устройства максимальной степени соответствующей традициям и культурно-цивилизационному коду российского общества. Благодарю за внимание. Простите, коллеги, но вообще-то я закончил. Шамиль Рашитович, тут в чате вам вопрос есть. Так, я не вижу ни чата, ни вопроса. Зависит ли патриотизм от руководителя государства, спрашивает Роман Баранов. Патриотизм от руководителя государства? Да, зависит ли? Нет, от руководителя государства зависит только одно. От то, как государство это функционирует. Вот. И, чувство патриотизма, понимаете, я ведь сказал, оно воспитывается поколениями.
В данном случае вот вся эта тысячелетняя история российского государства, это именно как раз есть воспитание чувства патриотизма народа. Поэтому сводить к деятельности одной какой-либо личности, это, безусловно, нельзя. В то же время нельзя и отвергать такой феномен, как, безусловно, роль личности в истории. Но я думаю, что в данной аудитории не нужно это доказывать лишний раз. И, безусловно, хотя жесткая, даже жестокая политика, которую проводило советское руководство в этот период, понимаете, несмотря на все издержки, я все-таки считаю, что оно было оправданным, и, в общем-то, в народе это нашло свою поддержку. Ну, понимаете, потому что на кону было поставлено слишком много. Допустим, те, кто читали «Майн кампф» или хотя бы знают приблизительно его содержание, понятно было, что было альтернативой, вот этому исходу войны. Ну, там как, большую часть населения истребить, в первую очередь славянского, конечно, какую-то часть выселить за Урал, оставить только те, которые были бы в качестве рабов у так называемой высшей расы населения. Ну, понимаете, безусловно, когда такие ставки, тут уже никакие жертвы не могут быть напрасными. Вот. Поэтому, безусловно, что деятельность советского руководства, в том числе и первого руководителя государства Сталина, они, безусловно, в огромной степени способствовали и победу, и, естественно, даже не столько воспитанию, сколько закреплению вот этого чувства в сознании людей. Вот это сознание, поэтому сознание людей военного поколения, скажем, наши родители, оно резко отличается от нашего сознания, потому что мы, естественно, мы просто жили в других условиях. И нам, хорошо или плохо, но нам не пришлось испытывать тех ужасов, с одной стороны, а с другой стороны и героики, которая выпала на их долю. Вот как мог, так и ответил на ваш вопрос. Так, по-моему, тут был еще один вопрос, да? Да, раньше говорили о дружбе народов, а теперь выбирают термин «толерантность». Какой из терминов больше соотносится с патриотизмом современного общества? Безусловно, дружба народов. Нет, вы знаете, что значит толерантность и дружба народов? Значит, если вы говорите о, российском патриотизме, то есть патриотизме, который сформировался на обширном культурно-цивилизационном пространстве, я исхожу из того, что Россия, СССР я рассматриваю как Россию в ее исторических границах, это не просто государство, а государство, локальная цивилизация, которая интегрирует в себе большое число народов и их культур. Поэтому здесь, безусловно, именно дружба народов. Понимаете, толерантность, во-первых, извините меня, немножко пришло не оттуда. Я бы сейчас просто не хотел, так сказать, чтобы, не дай бог, не упереться в политику. Я бы вообще эти термины, так скажем, мягко скажем, импортного происхождения, я бы к ним вообще относился с большой, если не насторожностью, то, по крайней мере, тщательнее бы их подбирал при использовании. Спасибо большое. Спасибо большое за ответ. Спасибо. И сейчас мы приглашаем к выступлению Бикинина Ирика Анасовича и Ермоленко Татьяна Васильевна. У них совместное было заявлено выступление. Это уже современность, это правовые вопросы существования нашего общества. Тема выступления – это характеристики незаконного осуществления медицинской или фармацевтической деятельности. Пожалуйста, Татьяна Васильевна. Наверное, очень актуально сейчас. Да, тема очень актуальна для современности. Пожалуйста. Всем здравствуйте. Хотелось бы начать свое выступление. При оказании медицинской и фармацевтической помощи населению в России все чаще допускаются нарушения. Недобросовестные предприниматели, пренебрегая законом, осуществляют такую деятельность без получения лицензии. И, конечно же, это влечет за собой последствия. Пациенты таких специалистов, таких врачей жертвуют своим здоровьем и иногда даже жизнью. Отдельные нормативные документы, регулирующие охрану
здоровья населения долгое время считались необязательными для исполнения ввиду того, что они были изданы лишь в ведомственных актах, издаваемых для служебного пользования. Даже приняв некоторые нормативные акты, направленные на устранение существующих проблем, законодателю полностью не удалось устранить противоречия между органами здравоохранения и пациентами. Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство требует совершенствования, в том числе и уголовное законодательство, которое является источником уголовно-правовой охраны прав и свобод граждан, которые обращаются за медицинской помощью. В Уголовном кодексе в статье 235 предусмотрена уголовная ответственность за незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности. Объектом данного преступления выступает здоровье гражданина. И проведение юридического анализа показывает, что непосредственным объектом выступает здоровье, то есть системное расположение этого состава в тексте Уголовного закона не совсем отвечает интересам превенции. Данная статья расположена в главе 25 Уголовного кодекса, которая называется «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». Мы считаем, что более логичным ее будет расположение в главе 16, которая посвящена уголовно-правовой охране жизни и здоровья. Объективная сторона преступления закреплена в диспозиции. Так, вот вы видите первую часть данной статьи: осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности лицом, не имеющим лицензии, если это повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью человека. Возникает вопрос, почему законодатель не провел дифференциацию наказания в соответствии со степенью причиняемого ущерба. То есть в данной статье предусмотрено одно и то же наказание за различный вред, причиненный здоровью человека. В научной литературе высказаны суждения о том, что неосторожное причинение средней тяжести вреда здоровью должно быть первоначальным криминообразующим фактором, а причинение тяжкого вреда здоровью уже квалифицирующим. В связи с этим, следующий слайд, пожалуйста. В части 2 предусмотрена уголовная ответственность за те же деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека. Мы считаем необходимым выделить как отдельный пункт признак, в котором указаны такие последствия, как неосторожное причинение смерти 2 и более лицам. Ведь неопределенность в последствиях приводит к сложностям расследования и замешательству правоприменителя. Субъект в анализируемом составе общий. Кроме того, законодатель не указывает, есть ли у такого лица специальное образование. Как нам кажется, данное положение тоже требует конкретики и более детального анализа. Безлицензионной принято считать такую деятельность, когда лицензия не получена соответствующим органом, либо срок такой лицензии истек, либо она аннулирована. Думается, что диспозиция статьи 235 не отвечает современному представлению у гражданина об охране его жизни и здоровья. Поэтому нами предложена следующая трактовка, которую вы видите на своих экранах. Статья 124.2. То есть, как я и говорила, мы считаем более логичным помещение данной статьи в главу 16 Уголовного кодекса, а не в 25-ю. Часть 1 предусматривает ответственность за причинение средней тяжести вреда, часть 2 за причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека, часть 3 по неосторожности смерти человека и 4 часть по неосторожности смерти 2 и более лицам. Заметим, что уголовному законодательству необходимо меняться в соответствии с прогрессирующим обществом и отвечать нарастающим с каждым годом потребностям граждан в сфере охраны их прав на здоровье. Предложенные изменения позволят значительно минимизировать ошибки правоприменения, тем самым защитив права обеспокоенных пациентов, особенно в наше нелегкое время. Спасибо за внимание.
Вас не слышно. Так, еще раз, да? Да, Татьяна Васильевна, вопрос такой. Скажите, пожалуйста, как могут быть практически реализованы те предложения, которые вы сегодня озвучили? В каком русле? Вы думали об этом? Ну, в моей работе, в нашей работе представлены предложения по изменению в Уголовный кодекс, то есть по редакции конкретной статьи, потому что вызывает вот различные дискуссионные вопросы, то, что нету конкретики. Может быть, не определена. Может быть, стоит подать вот эти предложения уже в соответствующие наши инстанции, например, в Государственную Думу Российской Федерации, где работает соответствующий комитет. Как вы думаете? Да, конечно, я с вами согласна. В настоящий момент мы с Потому что проблема-то важная. работаем над диссертацией, и, конечно, согласна с вами. Будем думать о более таких поступательных шагах в отношении изменения российского законодательства. Спасибо. Спасибо, потому что та проблема, которую была поднята в выступлении, это проблема очень серьезная для нашего общества, которая требует своего решения, причем не затянутого решения. И мне кажется, здесь вот как раз нужно уже идти поступательно, озвучили, а дальше сделали предложение. Почему бы нет? Направить в соответствующие инстанции. Спасибо. К нам подключился Юнир Рифович Лутфуллин. Экономика и право очень связаны между собой. И у него тоже сегодня очень интересная тема, которую хотел бы озвучить. Это экономика и религия. К вопросу о балансе материального и духовного в современном поликультурном мире. Пожалуйста, Юнир Рифович. Добрый день, уважаемые организаторы, добрый день, уважаемые участники и все приглашенные. Начну с того, что у меня сегодня уже не первое выступление. Первое было на пленарном заседании конференции международной, проходящей также дистанционно в Минске на базе Белорусского государственного экономического университета. И я бы не хотел останавливаться на теоретических выкладках того материала, который, я так понимаю, будет опубликован в виде представленных нами статей в соавторстве с Шагаповым Айратом Ильдаровичем. Откуда эта тема пошла? Ну, начнем с того, что с 1988 года, когда еще был Советский Союз, довелось проживать и работать за рубежом. Сначала это была Германская Демократическая Республика, вот, вы знаете, округ Галле, когда там был, это побратим республики Башкортостан, Уфы. После этого, значит, несколько лет в Польской Народной Республике, эти страны тогда входили в Совет экономической взаимопомощи, в страны Варшавского договора. Следующий этап, и вот, кстати, впервые находясь в Германии, я обратил внимание, когда в выходной день приезжают семьи, выгружаются из своих фольксвагенов, значит, из своих трабантов, и идут в кирху, в церковь, значит, на молебен, соответственно, католический, и с ними дети, и подростки, и было интересно как бы для нас, для советского человека, и непонятно в том числе. Следующий этап, который привлек внимание по этой теме, это были уже 2000-е, уже рыночная экономика, становление, возможность ездить за границу и участвовать, как и многие наши коллеги, на конференциях международного уровня с выездом, с участием. Ну и третий, наверное, самый такой многочисленный и значимый. С 2014 года я стал главным научным редактором Международного социально-экономического журнала, и тогда, конечно, поездок и непосредственно работы за рубежом было очень много. Это, конечно, разные вещи, когда человек приезжает что-то посмотреть, как турист, и когда он полностью погружается
И в первую очередь вот в эту действительность за рубежом, конечно, в первую очередь мы общались с теми, кто переселился, так называемые, как у немцев называют, аусзидльные переселенцы, или их часто называют экспаты. Наши русскоязычные со стран СНГ проживают, и понятно, что где-то надо жить, на что-то надо жить, как-то надо обустраиваться. И вот потихонечку все эти материалы собрались и собираются, вот, анализируются, и какая связь с религией. Вот. Первый раз я обратил на это внимание в 2007, наверное, году. Мы несколько конференций провели в Турции. Вот. После каждой конференции мы выпускали сборники. Мы, это тогдашний директор Института экономики Александр Николаевич Попов, доктор экономических наук, который, собственно говоря, с деканом нашего факультета ВСА очень познакомил меня. Вот. И я обратил внимание на тот момент, как строится, скажем так, переход был осуществлен. Ататюрк, отец всех народов в Турции. Сейчас ситуация другая, забегая вперед скажу. От государства, где 98% исповедуют ислам, перешли к светскому. Что это дало? Что это разрешено? Это туризм, это, соответственно, возможность участвовать в гостиничном сервисе, во всех направлениях развлекательных, досуга и так далее. Чтобы было понятно, вкратце скажу, вот если посмотреть фотографии, которые были до исламской революции в Иране, на пляже женщины в купальниках и так далее, произошла революция, все запрещено. И все, что связано с этим. Продажа, сервис, скажем так, парикмахерские различные, там, ну и так далее, и так далее. Понятно, о чем идет речь. Просто время. Теперь здесь наоборот такая ситуация. Ну и вот обратил я внимание в первую очередь по поводу того, что поскольку здесь вопросы о патриотизме были, вот мне интересно это было слушать. Вот, кстати, сказки Проппа мы исследовали и используем в какой-то части по подготовке экономистов на базе дисциплины методологии научного исследования. Действительно, там все распределено, кто предприниматели, Кощей Бессмертный, там он может быть, условно говоря, налоговиком выходить и кем-то еще, но не буду отвлекаться. Так вот, у них система очень простая была в Турции, на тот период, во всяком случае. Каждый гражданин, достигший 18 лет, до 40-летнего возраста, мужчина, должен служить в армии. Если ты не служишь в армии, тебя автоматически лишают гражданства. И все, и никаких вопросов абсолютно. Должен отдать свой долг. Был такой известный певец Таркан, сейчас не знаю, насколько он известен, но явно никак не Моргенштерн, и он был вынужден приехать, отслужить месяц, скажем так, курсом молодого бойца, для того, чтобы вот этот статус гражданства не потерять. Каждое государство, хочу сказать, оно, основываясь на многолетней своей истории, выстраивает возможности для предпринимательства, для того, как люди смогут жить, обеспечивая себя, свое домохозяйство. Ну и, скажем так, понятно, что эта ситуация меняется. Если взять в историю, историки даже, наверное, больше об этом расскажут. Вот территория Египта в свое время мне, ну, как сказать, представилось поработать в Каире, в Александрии, встречаться со слушателями университетской системы египетской Аль-Азхар. Пришлось там поработать, и я вот спрашивал, как это происходит. И вот из истории, когда на территории Египта древнего, значит, шло развитие христианства, выдавили древнегреческих богов. Вот, через какой-то период, в течение 200 лет, практически ислам выдавил христианство, если можно так выразиться. За счет чего? Два основных момента. Первый – это если переходишь в другую религию, у тебя списываются долги. Вот. А второе, значит, в исламе нельзя зарабатывать на процентах. Хотя есть понятие исламский банкинг, это, конечно, не совсем то, что прописано в Коране. Вот. Но какое-то представление об этом имеем. И даже на базе нашей кафедры культурологии и социально-экономических дисциплин в течение 2 лет было обучение имамов. Курсы повышения были такие определенные, интересные. Ну и вот так потихонечку, называется, по сюжетам, по зернам, что это насобиралось там. И вот что-то сами ездили, что-то у кого-то спрашивали. И некоторые моменты эти отражены. Я думаю, мы будем сейчас подготовить большую такую развернутую статью вот, для публикации, в первую очередь, за рубежом с Шагаповым, по поводу того, что и какая взаимосвязь между религией и экономикой. Еще один момент, основанный не на зарубежных, а на нашем государстве, в Архангельске. Мы как-то беседовали в рамках одной научно-исследовательской работы с бывшим мэром.
Вот, и он отметил такой момент, там у нас по госзаказу должно было быть опрос, интервьюирование где-то в течение часа-полтора. Он разговаривал часа 3,5. И мы все подробно записывали под диктофон, и, соответственно, все это сдавали письменные видеоотчеты. Так вот, там упомянул следующее. Есть христианские общины, есть, соответственно, исламские и, может быть, немногочисленные представители других конфессий. И как-то он сказал, упомянул, значит, мэр о том, что Архангельская меня, говорит, немножко критиковали за то, что я выделил землю под строительство церкви адвентистов седьмого дня. Ну, когда, говорит, я с ними пообщался, я понял, что эти люди добропорядочные, в части чего? Не будут никаких административных нарушений, преступлений практически, что они зарабатывают, платят налоги и так далее. И, в принципе, я посмотрел, пообщался с ними, нормальные ребята. Что на сегодняшний день? Ну, мы попытались, конечно, охватить чуть-чуть вкратце страны, лидеры, страны с высокоразвитым уровнем проживания общества и населения и, соответственно, с развитой экономикой. Китай. Вот в Китае при интервью, значит, одного из гидов, Юля, она очень интересно ответила о том, что у них Бога нет. Вот. Почему? Потому что у них поднебесные, все находятся под небом, тянь, и, соответственно, проповедником, значит, связующим звеном является император, все молятся на императора. Вот. И все ходят, решают свои вопросы, если получилось, значит, так угодно небу, если не получилось, тоже так угодно небу, как у нас, на Бога надейся, а сам не плашай. При этом современный китайцы спросить, ты кто по отношению к религии, он говорит, я китаец. Это его вероисповедание как таковое. И вот она, смеясь, добавила о том, что он может утром пойти в даосский храм Пузика потереть, Будде, потом, значит, соответственно, помолиться, значит, в другом каком-то месте, допустим, а вечером быть на собрании Компартии Китая и говорить, я вообще атеист, никого ни во что не верю и так далее. Южная Корея. Вот в Южной Корее тоже был интересный диалог с женщиной Галина, она постарше, ей 31 год, она приехала сама из Китая и рассказывала о том, что ей очень нравится в части того, что государство и религии не связаны и не давлеют. То есть человек может развиваться без, скажем так, оглядки на какие-то аспекты. Поясню. Вот, допустим, те же восточные страны. Сразу понятно, что это запрещено. Алкоголь, соответственно, табачные изделия. Хотя вот я лично знаю, где продается в Александрии, я там проживал. Значит, и пиво что-то там есть и так далее. Есть рестораны, где можно для своих, но для богатых. Вот, и так далее, и так далее. Поэтому вообще отношение религии с экономикой взаимосвязано в части того, как нам кажется, что на сегодняшний день допускается, на что, скажем так, если раньше было конкретные запреты, то сейчас, ну, допустим, продажа контрацептивов, вот, и на что сейчас уже как-то смотрят по-другому, по-современнее, скажем так, вот. Тоже, если, допустим, Китай, мы задавали провокационные вопросы, если так можно выразиться, но вот в предпринимательстве можно было в какой-то период сдавать нулевой баланс, то есть не указывать, сколько там заработал, и говорит, ну, не раскручивается ничего. Ну, ответили очень однозначно. Ну, во-первых, сказали, зачем заниматься таким бизнесом, который не дает доход, а во-вторых, конечно, вас посмотрят, скажем так, очень подозрительно, и выдворение вам буквально тут же грозит. Таиланд. Очень много работ было связано, конференций проводимых там. Там у них есть перечень, может быть, сейчас он добавился, было 39 профессий, которые запрещены вот, приезжающим, которые хотят проживать и работать там. Практически огромное количество. Можно там, если ты являешься очень успешным IT-специалистом, если инженером, строителем, если педагог английского языка или там какого-то другого специфического языка и так далее. То есть ни турист, ни гид, ни фитнес-тренер, ни водитель не прокатывает, образно говоря. Вот. Таких примеров вообще можно много. Опять вот хочу к Турции вернуться, к современной, буквально до пандемии момент был, когда представители бывших стран СНГ, Беларуси, Украины стали проживать там. И вот как раз-таки вопрос касался насчет того, что а как открывать, что для этого надо, какие возможности, какие льготы, ну и так далее, и так далее.
Вот тоже был интересный момент, когда, значит, было объявлено, что вот готовится открытие такого-то кафе и прочее, прочее. В назначенный день пришли проверка, смотрят. Мы, говорит, ожидали, что у нас сразу тут начнут кассовые аппараты там трясти, документацию, что-то еще. Они посмотрели, как у вас там. Ну, потихонечку раскручиваемся на энтузиазме. Там, ну, давайте, говорит, потихонечку поработайте, мы через полгода придем. У нас, говорит, лица были просто. Почему, скажем, такие искаженные? Почему? Потому что ментальность турк, допустим, да, вот, они понимают, что такое торговля, они на это выросли, что называется, это вскормлено, и они понимают, что это не сразу будет, надо дать возможность и выгоднее сохранить эту точку, которая будет развиваться, ну, условно говоря, торговую какую-то точку, для того, чтобы потом, соответственно, были налоги в бюджет, и было обеспечение инфраструктуры по каким-то направлениям, там, прошив, какие-то услуги, промтовары, торговля, питание и так далее, и так далее. Вот. Ну и, вкратце говоря, хотелось бы вот этих материалов, мы сейчас аккумулируем, побольше собрать. Вот. Готовим такую обширную сводную таблицу по странам, где непосредственно сами были, как, допустим, открывать, какие сроки, что надо платить, что для этого вообще требуется. Вот, допустим, когда в Египте я жил и работал, то ну, сложности практически нет. Можно открыть небольшое помещение по самым минимальным затратам на этаже, уже начиная со строящихся домов, и все там оформляешь, соответственно, освещение, там, вот, двери, жалюзи и так далее, полочки, и можешь уже приступать к торговле. Поэтому, конечно, условия, которые создаются в государствах, вот, опять же, исходя из исторически сложившихся условий и исходя из того, какие, значит, общественно-политические, идеологические направления были, какова религиозность этой страны и как она влияет, отражается на современное развитие общества и в том числе предпринимательства. Ну и вот как бы завершая, если можно, краткий такой экскурс, я хотел вспомнить занятия, которые были у меня лекционные в Санкт-Петербурге, в университете имени Петра Великого, политическом университете, вот, и как-то магистры, по-моему, да, магистры не экономической специальности спрашивали, а что такое экономика, можете нам в двух словах сказать? Я говорю, ну, если в двух словах, это вектор жизни. То есть, если вспомнить пирамиду Абрахама Маслоу, которую все знают, первые два уровня – это жизнеобеспечение себя, продуктами питания, там, одежда, жилье, вот, далее социализация в какой-то группе, в коллективе, а потом самовыражение. Но, к сожалению, на сегодняшний момент мы видим, что 20, может быть, старше, 40 и даже, может быть, старше вот этот интервал молодых людей, назовем их там, семьи, они только вот этими двумя уровнями и ограничиваются. Заработал, съездил за границу, сфотографировал, выставил в Инстаграм, все, жизнь удалась. Больше ничего не надо, к сожалению. Вот все-таки опыт и выступления предыдущих коллег с большим жизненным опытом и практическим опытом, они показывают, что не все так. Вот на самом деле должны быть абсолютно такие стабильные, глобальные, незыблемые, я бы сказал, устои, на которых держится государство, на которых держится народ, на которых держится нация. И в первую очередь это культура, религия и тот социально-экономический уровень, который закладывается в государстве. О чем, собственно говоря, и говорится во всех выступлениях предыдущих в этой конференции «Духовный мир», значит, наших народов, культуры народов. Спасибо за внимание. Рифович, фактически вы сейчас подвели итоги нашей секции. Я не хотел. Но вы сделали это. За это отдельное спасибо. Спасибо за доклад. Вообще все доклады сегодня, скажу без преувеличения, были очень интересны, потому что затрагивали те вопросы, которые волнуют всех нас. Это человек, его место в жизни, его место в обществе, его место в мире, в историческом аспекте, в экономическом аспекте, в аспекте самопознания, экономики и так далее. Потому что человек связан со всем миром огромным количеством связей. Он входит в различные социокультурные группы, и для того, чтобы ему было комфортно в этом мире, он должен понимать о
каково мое место в мире, что я должен сделать для того, чтобы моя жизнь была наполнена смыслом. И вот фактически все доклады были как раз посвящены вот этому поиску смысла жизни человека. От имени организаторов работы секции большое спасибо всем участникам конференции, большое спасибо всем тем, кто задавал вопросы докладчикам. Я надеюсь, что все последующие конференции мы увидим вас в качестве участников. Спасибо. Спасибо.